Всем привет, друзья! Всем здравствуйте, дорогие зрители. Я сегодня опять пришел в гости к Маше на кухню. Ну, у Маши сезон заготовок. Заготовила там уже консервацию такую. Сделала там аджику с использованием кабачков. Кабачков много в этом году. И тыкву уже еще как бы сделали там, тыкву что там, повидло сделали и цукаты. Цукаты еще сушатся, позднее покажу, где, как и что. Ну, вот я не снимал, жаль, не снимал, как она варила там. Ну, это сахар и, да, ведь, Маша? Сахар и сок там выделится, и получается, варишь их, и потом надо засушивать. Маша измельчает лук. Ну, а сегодня она хочет сделать кабачковую икру, да, ведь? Да. Не ошибся же. Да, кабачковую икру. И немножко тоже поснимаю вот лука для нашей порции, вернее, 2 килограмма лука, 2 килограмма моркови. Лук килограмм. Лук килограмм, да? Да, 2 килограмма моркови. Тут чего килограмм лука? Да. Что-то больно много. Ну, килограмм лука, значит, немножко ошибся. Килограмм лука. Дальше 2 килограмма моркови. И кабачков. Сколько? Кабачков 3 килограмма. Все это через... Мясорубку. Да, это не первый год, я поэтому Можно забегаю вперед. Это обжаривание может быть и вкуснее получится. Лук обжаривают, морковку обжаривают. Потом и кабачки. Это все кусочками сначала варят, а потом уже блендером размягчают. Там... Но это получается обжаренная икра. Есть же вот, видали, наверное, где-то написано обжаренная кабачковая икра, а где-то нету этого слова. Ну, получается так. Маша, варим. ну, Маша не обжаривает, овощи не обжаривает. Прежде чем их пропустить через мясорубку, она не обжаривает. Я почему забежал-то вперед, что будет там через мясорубку, да, что это, потому что Маша не первый год делает, и как бы блюдо-то знакомое уже, и очень вкусное, между прочим, домашняя кабачковая икра. Конечно, я это все, вот это дело с мясорубкой не буду снимать, потому что это очень шумно и громко, а позднее я покажу, как у нас сушатся цукаты. Цукаты из тыквы. Между прочим, я сегодня... Маша мне один... Что-то слезиться начало, да. Нечего лук трогать. Короче, я сегодня попробовал то, что ты мне оставила тыкву, палочки в сахаре. Они пропитались ночью. И такая вкусная палочка оказалась. Если их засушить, просто на свежую. Очень вкусно. Некоторые делают с лимоном, но я как бы варила, ну там минут 5 только проварила. Мне очень вкусно. Мне вот сама палочка это понравилась. С апельсином. В следующий раз я как морковку, помнишь морковку паренчато делаем, сушеную? Так же делаем. Палочки такие сладенькие. Мне сказали, что можно сушить потом. Так можно делать, да. Тоже цукаты как получится, можно так. Нет, это не цукаты, это получается... Это уже совсем другое. Цукаты, вот что ты сейчас делаешь, они цукаты. Их в сиропе, в собственном соку сиропе ты держишь их и варишь. А те будем сушить сразу. Просто песочком посыплем и сразу. Или сахарной пудрой потом уже. Вот. Это другое, совсем другое. Ладно, выключаюсь, пока Маша будет там делать. Ну, вернее, пропускать через мясорубку это все дело.
Так, короче, все вот эти нарезку добавляем вот эту кастрюлю и ставим на огонь, на слабый огонь. Все это перемешиваем. А масло, когда ты будешь добавлять, я знаю, что туда растительное масло. Это пока пусть варится. А, пока пусть варится. Ну, короче, пропорции такие. 3 кабачок, килограмм лука и 2 килограмма моркови. Еще Вот. килограмм моркови нужно сюда. И 2 часа Варить надо. варить на самом огне. Все. Пускай варится, друзья. Так, прошло где-то 2,5 часа, наверное, да? Да. И вот такой состав у нас. Икры кабачковой. И теперь будем масло добавлять, сахар, соль. Ну, такое количество, сколько сахара примерно? 3 столовые ложки сахара. 3 столовые ложки сахара. Дальше масло смотрю. Грамм 200 и сколько там. Соль тоже 3 столовые ложки. Все кипятится, все. Там баночки стерилизуются, там звук такой. Так, и масло растительное 300 миллилитров. А, 300 грамм. Еще будешь этот состав уваривать тоже будешь еще, нет? Конечно. Потом томатную пасту еще добавлю. Уже попозже? Да, чуть попозже. Мгм. Так, Пришло время томатную пасту добавить, да? Да, 300 грамм примерно добавлю томатной пасты. Дошли ребята до уксуса. Сейчас покажу сколько, примерно сколько, Маша? Ложечку, 2 2 столовые ложки. столовых ложки уксуса. Ну и икра уже практически готова. Сейчас немножко еще покупить. 9% уксуса. 9% уксус, вот Маша говорит. Сколько будет после уксуса? Где-то, наверное, тоже полчаса? 5 минут. А, 5 минут. Вот так выглядит икра. Кабачковая, домашняя, Она зернистая икра. вкусная. Это я напоминаю, что не раз делали. Через мясорубку получается фракция более крупная у морковки. И, между прочим, Маша, это очень мне по душе нравится. Ну вот так. Маша говорит, я буду делать по-другому. Если честно, я уговорил, чтобы она делала по старинке, потому что мне это очень нравится так. Ну, хотела добавить перец сладкий. Не люблю. Ну, пришлось делать так же, как раньше делали. Да, потому что этот вкус уже знаю этот вкус, я люблю, очень вкусный, нравится больше, чем с магазина. Потому что в магазине все-таки фракция поменьше. Ну, я не скажу, что в магазине невкусная. Есть отдельные бренды, которые очень Там вкусные. как пюре Да, получается. очень вкусные. Но твоя мне нравится. Потому что, я не знаю почему, но она или морковка действительно покрупнее, так крупинки или что ли. Но мне нравится. Вкусная так. Ну, сделали как Серега нравится. Да. Серега рулит. Да. И Мария рулит. Или кто рулит? Сама рулю. Сама за рулем. Так что икру сама делала все сама. Без рекомендаций, без... Директор здесь сидит за кадром. Осталось нашу икру разложить по баночкам. Баночки уже простерилизованы, крышечки там варятся и сразу будут закручиваться. Ну, способ уже как бы понятный и всем ясный. Взяли половничек и вперед. Вкусно пахнет. Я люблю вот тоже же, опять же, свежим есть эту икру. С
с картошечкой там или с пюрешкой. Ой, вещь. Так, одна баночка готова. Следующая пошла. Очень удобная вороночка тут. Для этой баночки как раз подходит для 3-литровой банки и вот для этой банки. В самый раз. Ну и для литровой. Это вот я люблю. Вот аджику Маша делала. Я аджику не очень-то люблю. Но она, кстати, очень острая такая для иммунитета, наверное, там чеснока много и полезная будет. Ну и корка тоже, думаю, домашняя икра, хоть и кабачковая, она домашняя, не заморская. Вот так. Ну, все, вот так и будет эти баночки остальные. Потом там, я всегда говорю, Маша, оставляй сразу, чтобы сразу свежим покушать там. Оставим, конечно, блюдце покушать. Вкусная, красивая. Зернистая. Зернистая, да. Икра зернистая кабачковая. Но не заморская. Все, процесс идет. Я уже больше. Мы же обещали еще показать цукаты, Маша. Сейчас, как Маша закрутит эти баночки, все. Мы покажем цукаты, которые в сушилке. Сушилка для ягод. Маша почему-то решила сушить сушилка для ягод, хотя я предложил на лежанке, на печке, на лежанке. Там сушим ягоды, там сушим грибы, и все прекрасно сушится. Почему-то вот цукаты, видите ли, по мнению Маши, не будут сушиться там. И она включила сушилку. Ну вот так, друзья, все закончили. 8 баночек по 700 грамм у нас получилось из того состава. И вот еще на завтрак. Завтра с горячей картошечкой или в мундире, или пожарит Маша, и с картошечкой будет офигительно вкусный завтрак. Я люблю такой. Вот так, ну, кабачки еще много осталось. Может, со временем еще Маша добавит там. Вот еще Маша говорит, что в следующий раз будем делать с майонезом. Да, ну, попробуй сделать. Один раз когда-то уже делала так, пробовала. Тоже ничего. Вкусные тоже. Икра тоже вкусная. И вот говорит, что туда не кладут морковь, да? Да. Честно, я не видел еще ни разу такой икры с майонезом, который... Я уже делала. Значит, ты кого-то другого кормила, но меня нет. Вот, я не видел этого. Так, мы обещали показать цукаты, что у нас сушатся в сушилке. Давай покажем и вкратце расскажем, что мы и как сделали. Просто я не снимал, а попросил Машу там, чтобы хотя бы фотографии сделала, как она делала. Потому что она делала поздно, и я что-то... Если честно, я лежал уже и не захотел встать снимать. Вот. Ну, сейчас это вот убираем, вот это, закрома. И покажем цукаты. Ну, вот, передвинули поближе сушилку, и сейчас покажем, что там творится. Вон такие цукаты сейчас поближе. Там вроде бы еще и кусочки апельсина были, да? Где-то, нет? Да. Но это тыква. Она сушится вот так. Вот такие, на такие кусочки порезали. Сейчас немножко вкратце расскажем. Маша, расскажи, пожалуйста, как вот ты сделала. Просто словами расскажи, чтобы и все. Ну вот, на большие кусочки разрезала тыкву. Апельсин. Значит, у меня здесь получается, сколько же было? 4 тыквы, маленьких тыквы таких. По весу не знаю сколько. Вот, и 1 апельсин взяла. Все на кусочки. Ну, на кусочки порезала. И положила в кастрюлю. И сахарный песок туда добавила. Ну, чтобы сироп получился, да? Постоял примерно где-то
часа, наверное, постояла этот. Сок выделился. И я вскипятила. После вскипячения 5 минут еще проварила. Вот, и выключила. У меня потом стояло это всю ночь. Всю ночь стояла. Вот, а с утра потом я все это, сироп, значит, отделила. И все, готовое, вот, положила на сушилку. Ну и теперь надо просто их просушить. Они сладкие, и с привкусом апельсина, очень вкусные. И когда она высушатся, то они не должны липнуть к рукам. А сейчас пока еще липнут. Но они еще не сухие. Ну-ка там еще вот. Вон там еще. Вот так разложили там. Небольшие. Там уже апельсинки. Из апельсинов тоже А цукаты. здесь, ну вот апельсины вот тоже положила. Тоже Не цукаты. выбросила, а тоже. Чаем попить-то. Сейчас очень вкусно будет. Вот такие конфеты. Когда готовые будут, еще покажем. Ну, в принципе, вы поняли, что у нас из этого получится. В принципе, вы поняли. Вот такие конфеточки. Натуральные конфетки будут. Натурпродукт, так сказать. Ну, еще вот липнут. Еще полностью не вот. Но сегодня ночью еще будут сушиться всю ночь. И завтра потом посмотрим. Все. Все. Будем дальше сушить. Сушилка для ягод называется. Ну вот, друзья, время и подошло. Ну, то, что цукаты, так сказать, высохли в сушилке, это у нас заняло примерно сутки, да? Сутки, наверное, где-то так заняло время. Ну, скажем, что сутки и чуть-чуть еще. Вот. Вот такие, ну-ка, поближе покажу. Я уж пробовал, друзья, очень сладкие. Ну, чтобы не прилипали, Маша говорит, надо посыпать сахарной пудрой или крахмалом. Ну, мы решили сахарной пудрой. Сейчас вот посыпят. Получится натуральные конфетки. Натуральные конфетки без всякой химии, без всяких добавок, добавок. Ну, красиво смотрится и красиво. Смотрите, там за занавеской кто-то спрятался опять. Малыш там не видно, сейчас опять спрятался. О, вон он там шевелится, видите? Малышка еще тот. Вот так просто обваливаем в сахарной пудре. Все. Такая гора конфет будет натурального производства. Да, Маша? Да. Икра вкусная и конфеты очень вкусные. Ну, цукаты. Короче, там было вот таких лоточка у нас, когда сырая была дыня, было таких лоточка 2, да, или 3. Да. 2 лоточка и еще там апельсиновые корочки, но это уже не будем показывать. А потом, когда по мере высыхания, из 2 лоточков получилось 1 лоточек. И он, Маша, какая вкусно говорит. Да, реально вкусно. И несколько слов скажу. Первый раз сажали тыкву. И даже, ну, не сажали-то сажали, и даже не знали, что сажаем. Выросла тыква, и только поняли потом уже, что это тыква. Ох, конфетки такие ароматные. И сделали повидло, и из тыквы вообще сделали только сладости. С кашей вот не попробовали. Сделали сладости такие повидло и такие конфетки. Вот.
цукаты такие. Но это, я считаю, это полезные. Это конфеты, это не без красителя, это без консервантов. Очень полезные и вкусные. Где-то сказали, что из дыни тоже очень вкусные цукаты получаются. Где-то видела. Ну попробуй еще раз. Попробуй и скажи несколько слов, оцени. Мягкие, сладкие. Ну, на мармелад похож так. И вкус такой Сладкий, вкусный. своеобразный, да? Апельсиновый. Я потому что апельсины положила. Ну, и для аромата еще апельсинку чуть-чуть Да. там положили. необычные конфеты. Да. Не, самое главное, они натуральные. Это не химия, никаких добавок, там, никаких красителей. Это чисто натуральные конфеты. Ну что, друзья. Вот у нас там тоже такого цвета, как цукаты. Малыш, 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 малыш. Да? Да. Ты цукаты не ешь, да? Не хочешь? Ну иди сюда. Иди. Не это. Ой. Короче, залез ко мне. За кадр ушел. Стесняется. Ну вот, друзья, закончен, так сказать, день еще один. Осенний день. Время заготовок. Потому что на улице холодно, дождь, со снегом, снег, слякоть, и там практически делать нечего. И вот Маша занимается заготовками потихоньку. И вот показали кабачковая икра, как сделали, там вот шуршит. Если вы там слышите, что там шуршание, это малыш там шуршит. Кабачковая икра, повторюсь, и цукаты из тыквы. Между прочим, тыква нам понравилась в виде сладостей. Вот с кашей не попробовали. Угу. Ну, может, в следующий год попробуем. Да, Давайте. садим для того, чтобы сделать. Вышло-то интересно. Мы просто посадили. Да. Не знали же, Маша, ты же не знала, что это тыква. Пока не появились вот эти плоды. Вот. Угу. Ну что, всем спасибо за внимание к нам. И всем говорим до свидания. До новых встреч на нашем канале. Всем пока. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. А мы угощаться со сладостями такими вкусными. Во, чувствует.